Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. По традиции начинаем с истории ТАССР. В этот день, в 1938-м, образован Юдинский район. Через 20 лет районный центр перенесли из поселка Юдино в Зеленодольск. Район был переименован в Зеленодольский. Сегодня Юдино – микрорайон в составе Кировского района Казани. 4 августа 2003 года проходил третий этап международной экспедиции «Великий Волжский путь». Участники конференции побывали в 4 государствах – России, Азербайджане, Иране и Казахстане. Этот этап был посвящен культурному наследию стран Великого Волжского пути. Это событие прошлого, ну а сейчас о главном на сегодня. Осмотр белого лебедя. В этой наземной станции, может быть, помимо того, что развернута система управления БЛА, может быть развернут командный пункт. Как Сергей Шойгу оценил исполнение Казанским заводом гособоронзаказа, расскажет Зарина Ахметова. Кто придумал разделять парковки на М и Ж? Нет, ни в коем случае, что вы. Мужчины всегда помогают, когда бывают трудные ситуации. Быть или не быть в Татарстане первой женской парковки, выясняла Юлия Гоголева. Увидели и обеспокоились. Ну что сделаешь? Даже заболелые люди болеют, не то что собаки. Что происходит с собаками в детском центре Заречья, выяснял Дмитрий Аренин. В республике открылись спортивные школы. Если честно, я пытался дома тренироваться, но без тренера было скучнее тренироваться. Какие условия для тренировок и что за объекты могут начать строиться в районах, узнал Салават Мухаммадуллян. Сегодня с рабочим визитом в Казань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Его сопровождал Рустам Минниханов. Вместе с президентом Татарстана они посетили цех окончательной сборки самолетов Ту-160. Напомним, в январе 2018 года Казанский авиазавод получил заказ от Минобороны страны на производство 10 таких самолетов в новой модификации. В феврале обновленный ракетоносец и бомбардировщик совершил испытательный полет. В 2021 году самолеты уже должны поставлять в российские войска. С трапа одного самолета Сергей Шойгу отправился на осмотр другого. О его прилете в Казань еще утром ничего не было известно. Сегодня министр обороны вместе с Рустамом Миннихановым лично проинспектировал строительство самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214 и ход модернизации самолетов дальней авиации. В этой наземной станции, может быть, помимо того, что развернута система управления БЛА, может быть развернут командный пункт. Провели Сергея Шойгу и по производственным цехам, и по объектам технического перевооружения завода. Показали самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига. Место встречи изменить нельзя. В мае минувшего года Сергей Шойгу приезжал на Казанский авиазавод вместе с Владимиром Путиным. Тогда они осмотрели цех, где проходила глубокая модернизация Ту-160. В беседе с инженерами и проектировщиками президент России вновь напомнил про контракт с Минобороны на поставку 10 самолетов в новой модификации и упомянул о возможном расширении сотрудничества. Сейчас с министром обороны разговаривали с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новая машина с огромными нужными для Министерства обороны возможностями. Минобороны не исключает увеличение контракта на будущее, так что работы у вас будет достаточно. Внешний вид старый, а вот начинка полностью новая. Вооружен Ту-160М до зубов. Ракетоносец в рамках глубокой модернизации получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи и систему управления. Самолет может изменить геометрию крыла, унести на себе 12 стратегических крылатых ракет и преодолеть расстояние в 12 тысяч километров без дозаправки. Впервые обновленный «Белый лебедь» расправил крылья в феврале этого года. Тогда летчики смогли испытать настоящий полет в будущее. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет пробыл в воздухе 34 минуты на высоте в 1500 метров. После в отчете написали: обновленное оборудование работало без замечаний. Планируется, что соглашение с Минобороны обеспечит полную загрузку завода в Казани до 2027 года и принесет предприятию 150 миллиардов рублей. Первые поставки модернизированных Ту-160М войска страны должны начаться уже в следующем году, а в ближайшее время «Белого лебедя» передадут на летно-испытательную станцию. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань.
Обороняться сегодня пришлось руководству одного из торговых центров в Казани. Их инициатива сделать женскую парковку с розовым покрытием и широкими местами вызвала общественный резонанс. Новость об этом сегодня разлетелась по всем социальным сетям и разделила горожан на два лагеря. Одни посчитали это дискриминацией. С одной стороны, женщин с намеком на мастерство вождения, с другой – мужчин. Для них широкой отдельной парковки не сделали. Вторые порадовались нововведению и полностью его поддержали. Контролирующие структуры посмотрели на это с точки зрения закона и вынесли свой вердикт. Юлия Гоголева сняла розовые очки и посмотрела на парковку со всех сторон. Ярко-розовый цвет и силуэт дамы в платье – так выглядит исключительно женская парковка у одного из торговых центров. Отличие не только в этом. Места шире. Вместо 2,5 метров почти 4. Подъезжая к торговому центру, подъезжают девушки, мамы, молодые мамы, бабушки, дедушки. Мы всех с любовью к ним относимся, поэтому вот такую парковочку решили все-таки организовать. На деле далеко не все автоледи оценили заботу о слабом поле. Мнения на этот счет разделились. Кто-то воспринял это как подарок, кто-то усмотрел сексизм. Кто-то ущемление прав мужчин. Для них таких парковок в городе нет. Меня возмущает розовый цвет. Во-первых, я сама брюнетка, не блондинка. Я считаю, что розовый цвет, он не совсем здесь актуален. Я вожу очень хорошо, у меня 15 лет стажа, и я многим мужчинам могла бы дать фору в вождении. Женщина просто должна выбирать себе место там, где свободно. Вот здесь же есть свободные места, но пусть станет туда, где больше, пошире и все. Но разделять женскую и мужскую, я считаю, нельзя. Женщины будут спокойнее от криков мужских. Я очень рада, что в нашей любимой республике Татарстан, в Казани, к женщинам проявляется такое уважение, такое внимание и почет. Тема специальных розовых парковок сегодня взволновала и активисток движения «Фемкызлар». Девушки считают, что подобные новшества – не что иное, как дискриминация. Яркий намек на плохое мастерство вождения представительниц слабого пола. Существует стереотип, что женщины плохо водят и не умеют парковаться. Но это совершенно не так. Женщина-автовладелица гораздо более аккуратна на дорогах. Пока из более чем 200 мест на этой парковке в гламурный розовый перекрасили лишь 10. Но так ли нужна представительницам слабого пола такая забота? В последнее время даже мальчики хуже вождения сдают, чем девочки. Более целеустремленные, более настойчивые. Наверное, от мотивации человека зависит. Идею подобных розовых парковок для женщин руководство торгового центра подсмотрело в Европе. Но приживется ли ноу-хау в республике, пока большой вопрос. Уверена, что парковка для женщин возле ЦУМа вызовет резонанс среди автоледи. Те автоледи, которые давно и уверенно водят машины, возможно, не захотят туда парковаться, так как это, думаю, оскорбит их. Пока казанцы спорят о том, насколько этичны подобные женские места на парковках, в ГИБДД вынесли предписание: розовое ноу-хау вне закона. Данные обозначения не предусмотрены ГОСТом. Должностным лицам выдано предписание для устранения данных обозначений в установленные сроки. Чтобы руководство торгового центра не штрафовали, в течение 3 дней розовую парковку нужно демонтировать или узаконить, что будет куда сложнее, тем более с учетом общественного резонанса. Чтобы узаконить эту единственную в Татарстане парковку для женщин, собственнику этой территории рекомендовали обратиться в администрацию района, где соберут специальную комиссию, которая решит, каким цветом будут окрашены эти парковочные места и какие знаки на них будут нанесены. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». Большой ажиотаж в социальных сетях вызвали фотографии истощенного пса на территории Центра дополнительного образования детей «Заречье». Сердобольные казанцы предположили, что ее не кормят и не поят. Собака сидела на цепи, а ограждающая сетка была настолько мелкая, что еду сквозь нее не просунуть. Было ли это жестокое обращение с животным и как с этим явлением, подпадающим под уголовный кодекс, обстоят дела в республике, выяснял Дмитрий Аринин. Все лет вот она такая, потом на к осени вроде немножечко начинает поправляться. Так в центре Заречья объясняют, что происходит с их собакой. Накануне прохожих зоозащитников возмутил вид животного. Об увиденной худобе решили рассказать в соцсетях. На цепи сидят голодные собаки, очень жалко животных. И это еще называется детское учреждение, где морят собак. Нет слов. После публикации зоозащитники наведались в этот центр и узнали, что на самом деле происходит. Мы тоже пообщались с руководством учреждения. Как рассказали, 14 лет назад им подбросили 2 собак, и они стали питомцами центра. Им построили будки и ухаживали. Подкармливать стали и местные жители. Это легкая. А вот она каждый день кушала? Каждый день. Вот только, как говорят, с возрастом та собака, что стала героем соцсетей, начала болеть и похудела. За ними ухаживаем, кормим.
Ну, здоровые собаки, но одна заболела, да? Ну, ей уже 13,5 лет. Больную собаку волонтеры забрали в ветеринарную клинику и начали лечение. Все у нее воспалено, внутренние органы. У нее получается киста в почке, пироплазмоз хронический. Ее лечат. Она поправиться должна? Ну, как? Должна поправиться. А вот вторая собака? Вторая собака, она пока осталась там, но как бы я за нее не боюсь, не переживаю, так как она питается хорошо. Опасения казанцев за собак можно понять. То и дело в республике появляются сообщения о жестоком обращении с животными. Так, в апреле этого года пьяный мужчина порезал и бросил об стену кота своей знакомой. Возбуждено уголовное дело. Сейчас оно на рассмотрении в суде. Мужчина объявлен в розыск. Другой случай недавно произошел в Челнах. Там ищут человека, расстрелявшего собаку. Надзорное ведомство потребовало установить виновного и привлечь его к ответственности. В настоящее время проверка продолжается. Отметим, 2 года назад законодательство о жестоком обращении с животными ужесточили. Теперь можно получить реальный срок. По 245 статье грозит до 5 лет лишения свободы. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Начальника отдела опеки в Бугульме отстранили от должности. Такое решение было принято после истории с отцом, обвиняемым в изнасиловании дочери. Все подробности читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Татарстане подтверждено 29 новых случаев COVID-19. Все контактные. 10 человек госпитализированы, 19 лечатся дома. По-прежнему больше всего заболевших в Казани. 21 случай. За весь период в республике заболели 5723 человека. 4568 выздоровели. Из них 3 за минувшие сутки. Школы Татарстана готовятся принять учеников 1 сентября в привычном режиме. Об этом сегодня рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Она отметила, что сейчас ситуация с COVID-19 в республике стабильная, поэтому открытие гимназий, лицеев и школ возможно. Однако окончательное решение примет Министерство просвещения России. Все те новые требования, которые есть для работы организованных коллективов в детских условиях новой коронавирусной инфекции, они на сегодня также прорабатываются и готовятся. Наплыв пациентов в поликлиниках республики после возобновления планового приема. Татарстанцы чаще стали приходить к участковым терапевтам. Обращаются не только те, кто переболел коронавирусом, но и диабетики, люди с другими хроническими заболеваниями. На прием сейчас по 30 человек приходят, а то и 40 человек в день. Как система здравоохранения возвращается в штатный режим работы, увидела Зарина Ахметова. Лилия Эриковна, можно закрыть? На операцию направлением анализ Ларовны Петерберг. Операции на ногу Масалия Маликова ждала 2 года. Изначально провести ее планировали весной, но из-за пандемии отложили. И вот на этой неделе женщине позвонили с МКДЦ. 6 августа ждут в больнице. Поэтому сейчас Масалия Маликова сдает все анализы. Во время вот этой пандемии никого не принимали. И поэтому я так долго ждала. И слава богу, что вот прямо в первых числах августа вот меня приняли. Не только операции, но и давление, инсульт, диабет, боли в спине. Врачи говорят, коронавирус не заставляет другие болезни ждать. Поэтому как только в поликлинике возобновили плановый прием, оживились и кабинеты, и коридоры. Только через терапевта в день проходит по 30 человек. Среди них и те, кто перенес ковид. Они уже в основном сейчас приходят с жалобами на внутреннее беспокойство, так скажем, нервозность, тревогу в связи с перенесенной инфекцией. Ажиотаж был большой, как знаете, поэтому люди, у некоторых давление, например, повышается. С начала пандемии в поликлинике организовали фильтр, через который проходит каждый посетитель. На входе пациента встречают врачи. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте измерим вашу температуру. 36,2. А если бы температура была выше нормы, то у меня бы взяли мазок на ковид и отправили бы домой лечиться. В целом работу врачи не прекращали. Многих пациентов осматривали на дому. При необходимости отправляли на стационарное лечение. В основном всех пациентов с пневмонией по приказу Минздрава направляли в город. Мы у нас в больнице не оставляли. А остальные люди по показаниям, если есть экстренные какие-то показания, то есть они приходили, ложились в стационар. В
В период пандемии основное внимание системы здравоохранения было направлено на борьбу с COVID-19. В результате порядка 1600 человек не получили запланированную высокотехнологичную медицинскую помощь, а общее количество посещений поликлиник снизилось почти на треть. Основная задача – это восстановить плановый штатный режим работы лечебных учреждений в условиях COVID-19. Организовать возобновление оказания плановой медицинской помощи, реабилитации в полном объеме, соблюдение всех мер безопасности. К этим задачам добавляется и диспансеризация. По плану в этом году в Татарстане 677 тысяч человек должны пройти медосмотр. Пока это сделали 170 тысяч. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Верхнеуслонский район. Сегодня в Татарстане открываются все спортивные школы. Занятия разрешено проводить с соблюдением мер безопасности. Сейчас в республике около 1 800 000 человек, занимающихся спортом, а через 4 года их должно быть больше 2 миллиона. Такую задачу ставит перед собой Минспорта. Для того, чтобы желание воплотить в жизнь, строятся новые спортивные объекты. Только в этом году сдаются по республиканской программе 3 плавательных бассейна, 6 универсальных спортзалов и 2 крытых катка. В каких районах и как будет решаться спортивная инфраструктура, расскажет Салават Мухаммадуллин. На этой половинке поля с мячами пошли, туда не выходим. Дай Все, им поехали, только разрешение, потом не догонишь. Этим ребятам по 10-11 лет. Все выбрали хоккей на траве. Занимаются не 1 год. Правда, из-за пандемии тренировки приходилось приостанавливать. Если честно, я пытался дома тренироваться, но без тренера было скучнее тренироваться. Тренировался на поле, на турнике, мышцы тренировал. Скучал по тренировке? Да, очень сильно хотелось вернуться на хоккей. Хоккей, футбол, легкая атлетика, даже шахматы. Без разницы. С этого дня все спортивные школы в республике открыты. Новость для детей, как говорится, с пометкой «Молния». Хотя и взрослые, судя по цифрам, со спортом на «ты». По итогам полугодия число занимающихся физкультурой и спортом в Татарстане составило более 50%, а это порядка 1 800 000 человек. Задача – довести эту цифру до 57%. Для примера, это если бы все население Нижнекамска лежало дома, а потом резко все вышли на старт марафона. На практике все постепенно. За счет федеральных проектов и республиканских программ в этом году в Татарстане строится 9 спортивных площадок, 2 новых футбольных поля, ледовый дворец, 3 бассейна, 2 крытых катка. В этом году отдельное внимание манежам. По одному откроется в Набережных Челнах, Нижнекамске, 2 в Казани. Самый большой – этот на улице Чуйкова. Причем здесь можно будет играть не только в футбол, но еще и в регби. Профессионально. Открытие планируется меньше, чем через месяц. Все это работает на здоровье и продолжительность жизни татарстанцев. В республике это приоритет, а потому планы на строительстве бассейнов, спортивных площадок и лыжных баз в каждом районе не заканчиваются. Мы сейчас в Зеленодольске завершаем крытый манеж. Мы посмотрим, как это будет работать, то мы на следующий уже год будем планировать не 1, не 2, может быть, 3-4. То есть эти, вот такого рода манежи, они востребованы. Но помимо этого еще есть у нас ряд районов, где мы не дошли бассейнами, где не дошли где-то ледовыми аренами, то есть все равно продолжим эту программу. Вместе с ней на ближайшие 4 года в республике запланирована программа капремонта спортивных объектов. А помочь заполнить их должны крупные соревнования. Например, игры стран СНГ и чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. О том, как развивается спорт в республике, все желающие смогут спросить министра спорта напрямую. Завтра Владимир Леонов ответит на вопросы татарстанцев в онлайн-трансляции в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube. Начало ровно в 14:00. В Набережных Челнах по президентской программе «Наш двор» работы развернутся на 131 площадке. На 62 объектах процесс уже пошел. Напомним, в Татарстане в ближайшие годы планируют отремонтировать дворы во всех многоквартирных домах. Что сейчас происходит в Автограде, узнала Светлана Звонарева. Вот здесь провал, подмостный провал. Так не должно быть. В цирковом комплексе за 40 лет дороги и детские площадки сильно износились. Исправить ситуацию должна президентская программа «Наш двор». По ней здесь благоустроят дворы сразу для 12 домов. Сейчас уже занялись внутридворовыми проездами. Полностью получается демонтаж, уширение дороги, тротуаров, асфальтирование и благоустройство. Проект благоустройства ранее обсудили с местными жителями. Они будут следить за ходом ремонта и принимать работу. Нашим мусоровозкам стала дорога очень хорошая, людям, жильцам, автомобилистам.
широкие дороги, парковки большие. В 47-м комплексе «Автограда» работа идет сразу в 16 дворах. Главная просьба жителей – отремонтировать обветшалые дороги и тротуары. Сейчас здесь началась укладка асфальта. У вас будет плохо. Делается, по-моему, метр заезд, 3,5 метра здесь выезд. Раньше невозможно было с коляской пройти, были ямы большие. Ну и вот дорогу, надеюсь, скоро доделают и удобнее будет ездить на машине. Так, в Челнах благоустроят 131 двор. На работы по президентской программе «Наш двор» выделено более миллиарда рублей. Выполнят 7 видов работ. Это строительство дорог и тротуаров, освещение, строительство детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. После завершения должна появиться современная, а значит, комфортная среда для жизни. Светлана Звонарева, Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Сегодня Центр избирком Татарстана провел вторую сессию онлайн-форума избирателей «Мой голос». Федеральные и республиканские эксперты обсудили нововведения на выборах 2020. В этом году в связи с пандемией голосование пройдет в 3 дня. И здесь, как отмечают эксперты, важно организовать работу наблюдателей, чтобы в течение 3-дневного марафона была их возможность заменить, что позволит обеспечить легитимность выборов. Недельное голосование по Конституции уже показало, что с этой задачей можно успешно справиться и привлечь достаточное число наблюдателей. Более 15 тысяч с учетом полученного опыта собираются действовать и в сентябре. Это большая честь, что мы вот этот экзамен выдержали, республика этот экзамен сдала, и мы без всяких промедлений уже вошли в самую, наверное, большую и важную для Республики Татарстан избирательную кампанию. Это выборы, прежде всего, президента Республики Татарстан. Я был за несколько дней до заключительного дня голосования в республике и своими глазами убедился, насколько великолепно организовано все как по линии работы Центра избиркома республики, так и по линии общественного наблюдения. Чтобы бренд Татарстана был узнаваемым, компании малого и среднего бизнеса Татарстана сегодня поощрили в Доме правительства. Год назад они присоединились к празднованию векового юбилея республики и на своей продукции разместили информационный знак «Столетие ТССР». Для многих это потребовало определенных финансовых затрат, но предприятия на это пошли, сделав подарок к юбилею. Этот логотип они могут использовать в течение 2 лет. Символика стала известна далеко за пределами республики и теперь поможет продвигать татарстанскую продукцию. Важно, когда наши предприниматели в упаковках, в других моментах устанавливают логотип «Столетие образования ТССР». Тем самым мы себе заявляем о том, что гордимся нашей республикой, той продукцией, той работой, которая здесь выполняется. Вековой юбилей отмечаем всей страной. Нурлат стал 6-м городом в республике, принявшим эстафету флага столетия образования ТССР. Напомним, флаг уже путешествовал по 8 федеральным округам России. Сейчас объезжает республику. Казань станет завершающим пунктом эстафеты. Символ юбилея встречали представители общественных организаций, спортивных и волонтерских движений, работники культуры. За это время полотнище уже украсили 68 нашивок. Именно столько городов страны посетили волонтеры со знаменем столетия до прибытия в Нурлат. Каждая из нашивок символизирует культуру и историю своего края. Памятные истории Зарского района. Здесь жители деревни Нижний Пшалым в память о 123 солдатах-односельчанах построили обелиск. Все от красной звезды до последнего кирпича на собственные средства. На открытии тоже собрались всем селом и поделились с Салаватом Мухаммадуллиным историями героизма дедов и прадедов. Калимуллин Хидиятулла Калимуллович. Во время начала войны ему было только 16 лет. И он все равно пошел на фронт. Строку с его фамилией Роза Калимуллина показывает внучке и рассказывает истории прадеда с войны. Помним мы всей семьей его рассказы о том, что ему была винтовка очень мала, и эта винтовка доходила до земли примерно. Но он вернулся живым, здоровым. И такая история есть чуть ли не у каждого жителя села Нижний Пшалым. На Великую Отечественную с небольшой деревушки Арского района ушли 123 мужчины. 61 из них не вернулись. На обелиске фамилии всех солдат. Мой дедушка Баев Фасхаддин Минглыбай, мой дедушка, который сражался на войне в Ленинграде. Для меня очень приятный, очень, даже не могу сказать, очень слезы прямо текают.
Этот обелиск они сделали всей деревней. Кто-то помог с поиском архивных данных, кто-то деньгами, кто-то своими руками клал кирпичи и делал забор. Пришли молодые, не молодые, дети по 10-14 лет. Я когда копал в фундамент, например, со мной мой напарник был 14 лет парень. Я его не знаю, может быть, родители только знаю. Он так желанием работал. Воодушевившись, Мансур Хафизов решил восстановить и колодец рядом с обелиском. В итоге сейчас это благоустроенный центр села. Буквально в 50 метрах от нового обелиска старый памятник. Он в скором времени претерпит изменения. Здесь планируют разместить фамилии женщин-тружениц тыла. Так в селе Нижний Пшалым сохраняют память о тех, кто своим трудом и ценой жизни 75 лет назад победил и вернул стране мирное небо. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Арский район. И пока это все новости. Далее о погоде. Всего вам доброго. Здравствуйте! Среда встретит нас солнечной и очень теплой погодой. О погоде на 5 августа после небольшой информации. Компания «Даниил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Даниил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо очистится от облаков, осадки не ожидаются, значительно потеплеет до 29 градусов выше нуля. На юго-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге солнечно и сухо, плюс 27. Жаркая и ясная погода без осадков вернулась и на север Татарстана. Столбики термометров покажут плюс 28. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси также солнечно и без осадков. Температура повысится. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном ожидается безоблачная и сухая погода. Около 26 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также очень тепло и комфортно. Плюс 28. В наши края возвращается жара. И еще одна интересная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В Казани в среду ожидается ясная погода и без осадков. Ночью потеплеет до плюс 17, а дневная температура 26 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в норме, влажность воздуха 62%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.